Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в поселении родовых поместья Родники на нашем празднике День рода. На День рода в каждом родовом поместье собираются родственники, близкие и дальние, знакомятся, общаются, поддерживают и укрепляют семейные связи. Наш праздник еще совсем молодой. Мы проводим его в первый раз и будем отмечать его ежегодно, увеличивая размах и количество гостей, родственников. Дорогие друзья, вы приехали в поселение, состоящее из родовых поместий. Родовое поместье – это земля, которая передается по наследству. На ней посажены родовые деревья в честь родственников или даже самими родственниками. Родовое поместье – это место, где семья создает пространство любви. Люди стремятся жить в гармонии с природой, совершенствуют среду обитания. В наших поместьях есть дома, пруды, цветники, огороды, сады, аллеи, лесочки, пасеки. Такие изменения произошли в нашем поселении за 18 лет. В 2002 году первый основатель родовых поместий, читатели книг Владимир Мегре «Звенящие кедры России», впервые приехали сюда на заброшенные поля. До 1978 года здесь была деревня Котляки, в которой родилась Мясникова Александра Ивановна, первая жительница поселения родовых поместий Родники. Сейчас в нашем поселении живут примерно 25 семей. Давайте познакомимся с их родами. Сейчас мы предлагаем основателям поселения рассказать о том, кто приехал сегодня к ним в гости, рассказать о своем роде. Коротко. Итак, с кого начнем? Давайте тогда. Давайте по часам. Давайте, да. Мы представляем род Гоголевых, Перминовых. Это наши основные рода. А также Дмитриевых, Ялышевых, Мельниковых, Веденькиных и прочих других родов. Я Гоголев Рудольф Витальевич, представитель рода Гоголевых. Я Гоголева Наталья Ивановна, представитель рода Гоголевых, Перминовых. Это наши дочери. Гоголева Анна Рудольфовна, Гоголева Татьяна Рудольфовна. Так, дальше, значит. Это у нас племянница, сама представится, да? Фигурова Анастасия Сергеевна, соседка наша по поместью. Так, это наши гости. Приехали на День рода, поддержали нас и приехали, чему мы очень рады. Антонов Юрий, это брат Рудольфа, двоюродный. Его жена Антонова Ольга, их дети София и Анастасия. Дальше, значит, сестра Мясникова Гоголь, извините, пожалуйста, Максимова Гоголева, Оксана, двоюродная сестра у Рудольфа. Ее муж Максимов Сергей, да? Максимов Сергей, думаю, чего бы не напутать. Так, и двоюродный брат у Сергея, Гоголев Сергей. А я кто сказала? Сергей? Ну, извините, что-то я тут, это вроде не волнуюсь, и что-то напутала. В общем, Гоголев Сергей Валентинович. Так, и вроде всех представили. Уже. Нет. Передам дальше. Валентина, представляете своих? Подожди, у меня тут... Хорошо. Ага, передам. Здравствуйте, дорогие жители и гости нашего поселения. Я представляю род, несколько родов. Ко мне приехали гости. Мы с мужем. Это вторые, можно сказать, жители. Первая жительница у нас была Мясникова Александра Ивановна. К сожалению, ее уже нет с нами здесь.
Вот. А второй дом был построен нами с мужем. Я, Путина Елена Георгиевна, и муж Путин Михаил Викторович. Вот. А сегодня вот у нас в гостях мой папа Лубнин Георгий Николаевич, глава рода Лубниных. Это, значит, я вышла из рода Лубниных, перешла в род Путиных, вышла когда замуж. И Лубнин Георгий Николаевич, наш папа, он уже возраст его 93 года. Он, слава Богу, жив. Очень еще в хорошем здравии ума и тела. И вот поддерживал всегда меня во всех наших начинаниях. Вот поскольку, когда мы начали создавать наше поселение, нужно было очень много, мы письма везде писали, во все инстанции, писали в районную администрацию, писали в администрацию республики и главе, тогда еще был президент, ну, в общем, во все места, как говорится, высшие инстанции, Верховный Совет. И мой папа, поскольку он, во-первых, заслуженный учитель дважды России и СССР, вот, и работал потом в последнее время в правительстве нашей республики, имеет большой опыт, и он мне всегда помогал оформлять все документы. Первые письма во все вот эти инстанции папа мне помогал оформлять. Вот. Так что и всегда он болел душой за наше поселение, помогал во всех отношениях и до сих пор поддерживает меня очень. Я ему, конечно, очень благодарна. Вот, папа, я тебе даю слово. Уважаемые соседи, жители славного поселения Родники. Все, что сказала сейчас моя дочь, старшая из 3 детей, это верно. Я знал не только предшественников наших, значит, которые были в колхозе, в одном из колхозов Красногорского района, деревни Котляки. У меня из этой деревни учились несколько детей. Это были дети из семей малообеспеченных людей, бедных. В моей школе-интернате, я тогда в интернате работал, они закончили 10 классов и стали хорошими гражданами нашей республики. И сейчас не посрамят нигде свой хороший, гордый край, приветливый, но, к сожалению, по разным обстоятельствам, покинутым их людьми. А мы с вами, я считаю, причастны к этому вашему родному делу, мы с вами достойно продолжаем жительство, место жительства и отношение к природе этого края и этому месту порядочные, с перспективой. Я желаю вам и нам всем дальнейшего содружества, уважать друг друга, помогать друг другу, стараться поддерживать во всех ваших и наших начинаниях, беречь природу, беречь нашу Родину. Ну, чтобы не задерживать долго, значит, внимание, поскольку остальные наши граждане тоже желают, наверное, сказать кое-что о прошедшем времени. Я приветствую всех от имени себя, дочери, сына, невестки, внучки, ее мужа, который здесь присутствует. И с удовольствием буду
принимать участие во всех ваших начинаниях. И впредь желаю вам собираться также дружно и осуществлять намеченные вами планы. Всего вам доброго, добрый путь. Да здравствуют наши котляки-родники! Ну вот, папа уже сказал, еще приехал, значит, мой брат Дмитрий Георгиевич, жена его Галина Аркадьевна, да, и вот их дочь Марина Дмитриевна, зять Дмитрий Михайлович. Вот тоже замечательные люди, очень я их всех люблю. Вот Дмитрий недавно вышел на пенсию, Галина, они работали на радиозаводе в Ижевске, вот сейчас уже на заслуженном отдыхе. Мариночка работает, детишки у них такие замечательные, двое мальчиков. Вот Дмитрий у нас вообще младший Дмитрий, мастер на все руки, инженеры, проектировщики, все. В общем, я их всех люблю. Всем желаю здоровья и вам всем желаю здоровья, радости, счастья, любви, процветания поместьям. Передаю слово. Там туда. Добрый вечер всем. Слышно, да? Я себя не слышу. В общем, я всех поздравляю вас с праздником нашего рода. Я желаю всем добра, счастья, радости. Приветствую всех гостей, которые приехали на праздник на этот. Желаю, чтобы они ежегодно приезжали и чтобы рода наши увеличивались с каждым годом здесь на праздниках, чтобы это было видно. Ко мне приехали из Свердловской области внучка, правнук, зять и внучки, мой зять, вернее, муж внучки. В общем, внучка Наташа и внук Тимофей, правнуки уже. Ну, вот они очень долго добирались сюда, но это вопрос такой. Ну, в родники они поехали, но попали в другое место, потому что мы не числимся, видимо, еще нигде, и их направили туда. Ну, в общем, лишние километры они смотали. Ну, я не знаю, как им понравилось или нет, они приехали поздно и еще и на рыбалку потом убежали. Правда, ничего не поймали, у них по 10 червей, как говорят. Ну, потом уже накопали других. Ну, я хочу, чтобы они сами о себе что-то рассказали, где они работают, как. Ну, Максим, расскажешь? Ну, давай, Наташа, за всех. Давай. Ты будешь за всех? Ну скажи что-нибудь. Сама. Ну, в общем, я желаю, чтобы они вот первый раз приехали, но чтобы это был не последний раз, и чтобы чаще они приезжали, может быть, не только на машине, может быть, где-то и на поезде. Ну, и желаю, чтобы внучата, правнуки мои, приезжали на каникулы. Хоть они им сказали, что нравится больше в доме отдыха, но у нас, видимо, им и вот грибы тут нравится собирать. Ну, то, что вот мы тут попоем, похороводим, им, может быть, и по-другому что-то увидится в лучшем виде. Ну, вот я не знаю. Привет всем от Саши, от моей дочки, Анюты. Ну и я вот что еще хочу сказать. Я живу здесь постоянно. И 11 лет, 12-й год я живу уже одна. У меня муж был чернобылец. Ну так получилось, что вот он болел сильно и ушел однажды, и мы его так и не нашли. И, в общем, больше ничего не могу сказать. Дочку еще я старшую потеряла тоже. Так что ну, до свидания. Всем
и радости всем, счастья. И сколько вы здесь лет? Сколько? 16. 16. Ну и из них я год уезжала, думала, что насовсем, но я не смогла уехать. И еще вот почти что год уезжала на комиссию, потому что здесь зимой не пройдешь. То есть вы живете там, здесь постоянно? Постоянно живу здесь, да. Ну, все, наверное. Может, мало я говорить не могу. Нет, нет, все хорошо. Тем более не готовилась. С праздником всех поздравляем, с Днем рода. Надеемся, это у нас генеральная репетиция. Так, мы представляем род Соборовых-Арбузовых. Вот. Нынче мы мало приболели, поэтому гостей у нас тут не больно-то много. Самые близкие, вот внуки наши тут Ельцовы, которые каждую неделю бывают. Ну, дочь одна не приехала, завтра приедет, не получилось. Так что я думаю, что на следующий год у нас уже побольше будет гостей. Я рада за тех, вернее, мы рады за тех, кому приехали гости, что все-таки люди как-то друг другу стараются быть поближе, вот, узнавать свои корни, и это очень радует. Но у меня гостей нет сегодня, у меня немножко ремонт идет. Зовут меня Тебенькова Светлана Львовна. Мы здесь построились тоже одними из первых с мужем вместе. Муж, к сожалению, у меня потом умер, сейчас живу я одна. Живу уже на пенсии, живу здесь постоянно. Так что гостей у меня сегодня нет. Дочки приезжают иногда с супругом. На сегодняшний день я одна. Ну вот и все. Слышно, да? Я Галина, представитель рода Трефиловых, Фофановых, Лекомцевых. Живу я здесь 10 лет, постоянно живу здесь 10 лет. Ко мне приехала дочка старшая, Лекомцева Наталья Владимировна. Я всех поздравляю с праздником родов наших и желаю всем счастья, и чтобы побольше нас приезжало, и ко мне тоже. Я, Клавдия Аркадьевна, поздравляю всех. Хорошо, что вы приехали. Молодцы. К нам пока, конечно, вот еще только едут моего мужа брат. Я представительница Ворончихиных, Поздеевых. И дочь у меня здесь с маленьким ребеночком. Вот ждем, пока еще, может, подъедут мужа брат с женой. У нас все или кто-то желает еще высказаться? Пока все, да? Мы с вами узнали, кто к кому приехал, кто чьи родственники. Сейчас я предлагаю игру.